Новый учебный год начинается по новым правилам. Сейчас важно не допустить распространения коронавирусной инфекции и сохранить здоровье и учителей, и детей. Что для этого делается, расскажем в нашей сегодняшней программе «По сути дела». Мы сокращаем продолжительность уроков до 35 минут. В школе должны быть открыты, доступны все входы. Для педагогов масочный режим. Должно быть составлено расписание с учетом исключения пересечения потоков обучающихся. Как будут заниматься дети с хроническими заболеваниями? Здесь должны сделать выбор родители. Будет категория родителей, которые вообще не захотят, даже если ребенок не страдает какими-то заболеваниями, не захотят отвезти своего ребенка в школу. Будем мониторить школы, где будут зарегистрированы случаи заболевания детей любыми видами заболеваний. Если окажется, что ситуация выйдет из-под контроля. План Б у нас заготовлен заранее, это все-таки дистанционный режим. Министерство образования республики готово к любым сценариям, но самый лучший – традиционное очное обучение. Для этого придется приложить максимум усилий. Итак, как же будет организован учебный процесс с 1 сентября? Об этом интервью с министром образования и науки Башкортостана Айбулатом Хажином. Айбулат Вакилович, здравствуйте, приветствуем вас в программе «По сути дела». Скажите, у нас совсем скоро начнется новый учебный год. Практически получилось вместо традиционных трехмесячных каникул почти полгода. Сядут ли дети 1 сентября за парты? Главный вопрос. Это, наверное, вопрос, который будоражит умы всех наших родителей. Огромную армию наших учеников, большая достаточно когорта, 500 000 наших школьников. 1 сентября мы начнем образовательный процесс в традиционной форме. Торжественные линейки у нас состоятся, правда, только для ряда параллелей. Это первые 9 и 11 классы. Почему для них? Первый класс, понятно, это всегда волнительный момент. Ты первый раз школа, окунаешься в новый формат, новый этап своей жизни. 9 и 11 класс – это выпускные классы, это дети, которые уже завершают свой образовательный процесс. Для них очень важно, конечно же, понимать особенности этого учебного года, понимать те задачи, которые стоят перед ними, перед самими ребятишками, и те задачи, которые стоят перед ними родителями. И поэтому мы все-таки для этих трех параллелей в обязательном порядке хотели бы провести торжественные линейки. Для остальных, в принципе, торжественной линейки не будет, они начнут традиционно сразу заниматься. Традиционно, да, начнется учебный процесс. Какой первый урок? В этом году у нас есть особенности начала учебного года. Первое – это начнется у нас открытый урок главы республики. То есть то, что было весной вы хотите сейчас в новый учебный год? Четверть, да. Второе – это будет открытый урок от главы нашего федерального ведомства Сергея Сергеевича Кравцова. И в этом году все-таки страна празднует 75-летие победы в Великой Отечественной войне, поэтому открытый урок будет посвящен именно этому торжественному событию. Как будет организован процесс вообще учебный? Есть ли какие-то новации, учитывая, что все-таки все опасаются второй волны, в Европе опасаются, мы опасаемся, традиционный грипп, ОРВИ. Как будет организован все-таки учебный процесс, учитывая, что одномоментно дети выйдут с продолжительных каникул и будут в достаточно замкнутом пространстве? Специфично, конечно, будет образовательный процесс. Во-первых, мы сокращаем продолжительность уроков до 35 минут. У нас сокращается продолжительность перемен, за исключением перемен, которые будут у нас на организацию питания. Здесь перемена будет длиться 20 минут, а все остальные перемены будут максимум 10 минут. С чем это связано? Мы с коллегами-эпидемиологами обсуждали формат распространения ковида. Да? Так вот, бытует мнение, оно в принципе уже подтверждается медицинскими исследованиями, что если человек общается с больным не более 15 минут, то в этом случае инфекция не успевает передаться от одного организма к другому. Понятно, что на перемене мы не сможем замкнуть классы только в одном пространстве. Теперь для педагогов масочный режим в обязательном порядке. Мы все-таки настаиваем на этом факте, потому что педагоги у нас
к сожалению, есть очень много возрастных учителей. Старше 50 лет у нас порядка 7 тысяч педагогов. А, кстати, если старше 65, вот будут они все-таки преподавать, выйдут они на работу или тоже будет рекомендовано им пока не выходить? Мы рекомендуем только определенной когорте учителей, рекомендуем, не обязываем, страдающих хроническими заболеваниями, и тоже здесь по рекомендации наших коллег Министерства здравоохранения, это ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет обоих типов. Этим учителям мы рекомендуем все-таки дистанционную форме. Все остальные возрастные категории учителей у нас будут работать в школе. Еще какие новации с учетом того, что все-таки ковидная ситуация сейчас? Социальная дистанция. У нас будут так называемые демаркационные линии, которые будут наклеены в каждом кабинете, которые будут выстраивать вот эту социальную дистанцию, полутораметровую дистанцию между учителем и учеником. Ибо ученикам мы их не обязываем носить маски. Рекомендуем родителям. Понятно, что какая-то категория родителей, наверное, будет все-таки склоняться к мысли, что ребенок должен находиться в маске, но дети есть дети. Я абсолютно понимаю эту ситуацию, что детей заставить целый день ходить в маске на перемене, на уроках и на физкультуре – это физически невозможно. А вообще уроки физкультуры планируется Все-таки проводить? мы будем рекомендовать физическую культуру, проводить занятия по физкультуре, проводить на улице, минимизировать. Но если уж погодные условия не будут позволять, мы в спортзалах в обязательном порядке установим рециркуляторы воздуха, которые будут обеззараживать пространство и, в данном случае, опять же, минимизировать риски заражения ковидной инфекцией. И не только ковидом, в том числе понимаем, что осень – это период заболевания ОРВИ, гриппом, поэтому все вот эти инфекционные истории, они тоже будут в данном случае предупреждаться. Во всех школах абсолютно выделяются сейчас средства муниципалитетом. Школы уже будут закупать напрямую устройства, рециркуляторы, пирометры, это так называемые бесконтактные термометры. Это при входе? Это при входе, да. Будут закуплены дезинфекционные средства, санитайзеры, все, что должно быть обеспечено в рамках, опять же, Роспотребнадзор, который выдвинул санпины новые, ковидовские так называемые санпины. Ну и, собственно говоря, обеспечивать, опять же, безопасность наших детей. Что еще? Особенно, наверное, надо знать и родителям, и ученикам кабинетная система. Дети теперь будут заниматься с 1 по 11 класс в своих кабинетах. Вот как вспомните начальные классы, да? Ребята сидят все уроки в своем кабинете, не ходят по другим учебным аудиториям. Здесь аналогичная история будет для 5-11 классов, за исключением ряда предметов. Какие? Физика, химия, информатика, технология и физическая культура. Все остальные предметы будут проводиться в одном кабинете, то есть учителя только будут у нас перемещаться между классами. А если компьютерная грамотность и там, допустим, наличие компьютерного класса предусматривает, что дети с разных классов будут заниматься на этих компьютерах, там как быть? Дезобработка после каждого урока клавиатуры, мышки и монитора. Инфекционная среда, которая там могла сохраниться от предыдущих обучающихся, ни в коем случае не передалась последующим классам. Что за инновация вот по медицинским инспекторам? Абсолютно уникальный формат, который, кстати, уже подхватили, с огромным интересом отнеслись и подхватили в ряде регионов. Нам звонили несколько министров образования субъектов России, студенты старших курсов, интерны, ординаторы нашего медицинского университета. С 1 сентября на протяжении 2 недель будут находиться в школах численностью более 300 детей. Они будут находиться весь день. Причем в тех школах, где продолжительность уроков будет пролонгирована до 19:30, мы эту отметку ставим временную, не позже уроки должны заканчиваться. Там будут даже вот дублеры, то есть первый мединспектор будет работать до обеда, второй будет его подменять уже в послеобеденное время. Какие у них полномочия? Полномочия достаточно высокие. Они, конечно, наказывать никого не будут, но у каждого мединспектора будет чек-лист, по которому он будет, собственно говоря, проверять, а соответствует ли организация образовательного процесса всем тем требованиям, которые у нас установлены Роспотребнадзором и региональным министерством образования. В случае, если он выявил нарушение? В этом случае у него контактное лицо и его прямой соратник и товарищ старший, это либо директор, либо это будет завуч. Это будет определено локальным актом образовательной организации, но мы здесь все-таки подстраховались. В
каждом отделе образования, районном отделе образования, будет муниципальный координатор вот этих медицинских инспекторов, который ежедневно будет собирать у них как раз вот эти вот чек-листы. Это очень важный момент, потому что здесь можно будет сразу реагировать на те, скажем так, отклонения от нормы, которые мединспектор выявляет. Как будут заниматься дети с хроническими заболеваниями? Ведь они все-таки есть. Но здесь в первую очередь должны задуматься родители. У детей, у которых есть сахарный диабет первого или второго типа, есть ишемическая болезнь сердца, все-таки мы рекомендуем этим детям пока обучаться на дистанционном режиме. Будет такая возможность организована, то есть не отстанут они от программы? Здесь индивидуальные консультации для этих ребятишек все равно будут, это раз. Во-вторых, эти дети, их немного. В общей сложности у нас около 700 детей, которые страдают сахарным диабетом. С ишемической болезнью сердца гораздо меньше 50 человек. Вот этим детям будет предоставлена возможность в онлайн-формате выходить на тот же самый урок, где его сверстники, одноклассники сидят. То есть он, в принципе, видит своих товарищей, видит своего педагога и одновременно с ними вместе занимается. Поднял руку, и он может тоже ответить совместно со своими ребятами. Осенний период и грипп, ОРВИ, и какие-то дети вот будут все-таки выпадать. Могут они также подключаться вот в этот онлайн-режим? Безусловно, если ребенок не болеет и состояние здоровья ему позволяет подключаться к образовательному процессу, у нас уже технология отработана. Мы, благо, 2 месяца это все-таки апробировали во всех школах республики. Дети готовы, методически готовы учителя. Технически, лишь бы средства позволяли, был достаточно скоростной интернет и были девайсы, которые у ребенка позволяли бы подключаться к образовательному процессу. Никаких запретов на обучение в дистанционном режиме для детей не будет. Я прекрасно понимаю, будет категория родителей, которые вообще не захотят, даже если ребенок не страдает какими-то заболеваниями, не захотят отвезти своего ребенка в школу. У нас уже поступают такие заявления. Мы для этих детей никаких препонов не строим. Законом об образовании Российской Федерации внесена новая статья. Буквально за летний период наши законодатели на федеральном уровне успели внести норматив. Теперь родитель определяет, будет ли обучаться в традиционной классно-урочной форме его ребенок, либо в дистанционном режиме. Вы докладывали, что будет все-таки большее количество детей заниматься во вторую смену. В связи с чем связано? Вообще понятие, сменности у нас с 1 сентября уйдет. Будут плавающие перемены, ребятишки будут приходить по своему учебному графику. Какая-то часть детей будет к 8 утра приходить, какая-то часть детей к 9, к 10, к 12 и так далее. То есть вы разводите потоки? Мы разводим потоки, чтобы дабы, не было скученности. Да? Дабы минимизировать количество детей, которые одновременно находятся в образовательном учреждении. Это тоже все-таки будет способствовать тому, что если уж, к сожалению, зараза попадет в ученическую среду, вот эта инфекция, да, чтобы она не скосила все-таки наших детей. И понятно, что какие-то классы, наверное, да, или отдельные группы ребятишек, конечно, будут у нас заболевать. Но, как врачи говорят, у нас все-таки дети болеют достаточно бессимптомно, легко переносят ковид. Поэтому, я думаю, в принципе, мы сумеем эту ситуацию переломить и не отстанем от образовательного процесса. Если окажется, что ситуация выйдет из-под контроля и большое количество учеников, школьников, учителей, прежде всего в том числе, заразятся, есть ли у вас план Б, как дальше действовать? План Б у нас заготовлен заранее, это все-таки дистанционный режим. Мы к нему тоже очень серьезно готовились на протяжении всего летнего периода. Подготовлена электронная образовательная платформа, уже наша республиканская, которая не будет сбоить, которая будет четко работать и даст возможности всем учителям в этой платформе вести образовательный процесс. Мы с вами вместе реализовали проект «Помоги учиться дома». Он не завершается. С 1 сентября он продолжает. И это те, кто не могут приобрести компьютеры, планшеты для малоимущих семей. Все верно, да, в первую очередь. Прежде всего выпускников. В прошлом году полностью обеспечили всех выпускников 11 классов. Эти девайсы, гаджеты никуда не делись, потому что в первую очередь работали на многодетные семьи. Эти девайсы будут переданы младшим братьям и сестрам. Поэтому проект не завершается. Ну и, наконец, учителям мы подготовили очень серьезные достаточно методики преподавания каждого отдельно абсолютно предмета, именно с учетом дистанционной формы организации образовательного процесса. Еще один вопрос, это по дополнительному школьному образованию в этом году. Кружки, секции, факультеты, продленка.
Будут ли они? Доп. Образование соскучилось по нашим детям, так же, как и школы и детские сады. Поэтому учреждения доп. Образования в полной мере начинают работать у нас с 1 сентября. Есть определенные тоже элементы, это термометрия на входе, как для учеников, так и для преподавателей, для педагогов, но и отказ вообще от массовых мероприятий. То есть это все занятия будут только групповые. Вопрос, который волнует всех родителей, наверное, детские сады. Вот как раз-то по детским садам, В наверное... обычном режиме. У нас дежурные группы-то есть. Дежурные группы, да, но минимальные будут сложности, потому что вот у нас 1023 дошкольных учреждения по республике. На сегодняшний день в формате дежурных групп работает 869 садиков. То есть практически почти 80%. Да? львиная доля садиков уже на себе абсолютно полностью опробировал, начиная с апреля месяца, формат работы вот в этих непростых ковидных условиях. Но летом это понятно, все-таки есть сады, бабушки и так далее. Да. А когда начинается сезон, все-таки большинство уже дежурными группами одними не Дежурными справишься. группами не справимся, поэтому все дошкольные группы будут открыты. Но самое важное, если учителя у нас пока еще не привыкли к такому формату, то воспитатели в дошкольных учреждениях, они уже полностью на себе вот этот вот процесс ощутили, они к нему привыкли. Для них тоже в обязательном порядке это масочный режим, никаких межгрупповых занятий. Но здесь самое простое все-таки то, что и дети заходят у нас через свои отдельные входы. А родители, к сожалению, так же, как и не заходили вот в этот период дежурных групп, также и в последующий период, пока родителей мы в детские сады пускать не будем. К новому учебному году усиленно готовятся и в Роспотребнадзоре. Летом ими были приняты новые санитарные правила. И касаются они всех – учителей, родителей, детей. О том, как обеспечить безопасность во всех образовательных учреждениях, мы поговорили с начальником отдела управления Роспотребнадзора Римой Ахмедшиной. Здравствуйте, Рима Асхатовна. Приветствую вас в программе «По сути дела». Здравствуйте, Рустем Маратович. Мы сегодня встречаемся накануне нового учебного года. Скажите, пожалуйста, какие общие требования Роспотребнадзора должны соблюдать школы нашей республики, чтобы не допустить распространения коронавируса? Предстоящий учебный год начинается в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поэтому Роспотребнадзором совместно с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны санитарные правила, которые устанавливают требования, особый режим работы образовательных организаций в условиях распространения этого заболевания. Что они в себя включают? Прежде всего, все образовательные организации должны за один день уведомить о начале работы. За один день до начала учебного года. Далее, во всех организациях должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфекционных средств. Кроме этого, должен быть организован утренний фильтр. Что такое утренний фильтр? Утренний фильтр – это отсев больных детей, которые не должны попасть в школу. То есть при входе. Поэтому в школе должны быть открыты, доступны все входы. И в них организуется утренний фильтр, чтобы дети шли по графику. Но далее я хочу сказать, что во всех образовательных организациях должно быть составлено расписание с учетом исключения пересечения потоков обучающихся. Это включает и график прихода, и расписание уроков, звонков, и график посещения столовой. Кроме этого, в школах проводятся дезинфекционные мероприятия. Что это такое? То есть должны быть приобретены, установлены рециркуляторы воздуха для обеззараживания воздуха. Также должен иметься запас дезинфекционных средств для обработки рук, дозаторы. Также термометры, при помощи которых бесконтактным способом при входе можно будет измерять температуру. Ребенок пришел с температурой и заходит в класс. Его должны... Он не должен зайти в класс. Для этого есть фильтр на входе. Ребенка сразу, он уходит из числа входящих в школу, его изолируют. Если родители еще не успели уйти, то ребенок возвращается родителям для того, чтобы он вернулся домой, был вызван врач и все проведены мероприятия. Если родители уже ушли, то ребенок изолируется в медпункте до вызова или скорой помощи, или родителей.
но он ни в коем случае не должен попасть в класс. Сейчас, перед началом нового учебного года, вы какую-то проверку проводили вот в школу или это впереди? Есть ли какая-то информация, как школы все-таки готовятся к началу нового учебного года? Постановлением правительства отменены все проверки образовательных организаций. Поэтому мы проводим профилактическую работу, разрабатываем рекомендации, алгоритмы действия руководителей школ, преподавателей в разных ситуациях и доводим их до каждой школы. Мы войдем в школу, если там будут очаги, для того, чтобы проводить противоэпидемические мероприятия. Поэтому пока, я думаю, мониторинг, который мы проводим, он должен принести результаты. То есть мы должны профилактические мероприятия сейчас провести. Важный вопрос, как будет организовано питание в школьных столовых? Это очень важный вопрос, потому что мы знаем, что массовые мероприятия в школе запрещены. А вот обеденный зал, это место, через которое пройдет вся школа, потому что мы должны обеспечить стопроцентный охват горячим питанием учащихся начальных классов, естественно, среднее и старшее звено. Поэтому что нужно сделать? Прежде всего, в обеденном зале необходимо разделить столы для каждого класса и расставить столы с соблюдением социальной дистанции для каждого класса. Далее необходимо установить график прихода детей в столовую, чтобы они шли строго по расписанию в установленное время. Потому что перед входом в столовую нужно всем помыть руки с мылом, обработать и дойти до обеденных столов. После приема пищи все столы, сиденья должны быть обработаны дезинфекционными средствами. Это очень важно. И между приемами пищи необходимо провести проветривание помещения. И учитывая то, что все-таки дети будут идти сплошным потоком, именно в обеденном зале нужно установить рециркуляторы воздуха, которые могут работать в присутствии детей, чтобы проходило постоянное обеззараживание воздуха. Кроме того, хочу обратить внимание, что работники пищеблоков, они обязаны работать в масках, в перчатках. И в данный момент будет особое внимание уделяться мытью посуды. Очень важно, чтобы в школе работала посудомоечная машина. То есть в этом случае она будет работать на максимальную температуру, и затем уже не будет требоваться дезинфекция посуды. Если посудомоечной машины нет в школе, то тогда вся посуда будет подвергаться дезинфекции. Это дополнительная работа для работников пищеблока. Или будет использоваться разовая посуда. Особенно работающие в столовой, они должны ли будут пройти тест на коронавирус? Это не обязательное требование, не обязательное. Но они также проходят термометрию перед тем, как они приступят к работе. И очень важно, чтобы они малейшее свое недомогание говорили руководителям и не выходили на работу, если они чувствуют, что они заболевают. Сфера ответственности очень руководителя высокая. Учебного заведения должно быть. Да. А какие меры профилактики должны соблюдать родители детей? Прежде всего, мы должны разъяснить родителям об особенностях образовательного процесса в этом году. То, что в этом году усиливается вопрос сохранения здоровья, предупреждения заболевания. И родители, прежде всего, отправляя ребенка в школу, должны спросить, какое у него самочувствие, как он себя чувствует, то есть чтобы они не отводили в школу больного ребенка. Также необходимо понимать, что все-таки у нас наступает непогода, период роста не только коронавирусной инфекции, но и гриппа. Нужно, чтобы ребенок был правильно одет, чтобы он не переохлаждался. И хочу также отметить, что родители должны понимать, что в школу они не могут войти, то, что они тоже должны соблюдать социальную дистанцию. И если, например, заболели родители, такое тоже будет возможно. Да, конечно. Да, тоже коронавирусная инфекция, то они не должны отправлять ребенка в школу. Ребенок также 14 дней будет на самоизоляции, пока они будут болеть. Как фиксируются вами очаги? То есть, когда можно сказать, что это очаг? Когда это 5, 7, 20 человек? Во-первых, мы получаем информацию о заболевании детей или преподавателей, получив экстренное извещение. В случае коронавирусной инфекции один случай заболевания – это уже очаг. Уже? Мы рассматриваем как очаг и будем решать вопрос о приостановлении обучения в этом классе. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.
И что предпринимается в этом случае? Переводится на дистанционное обучение. Весь класс? Весь класс на дистанционное обучение рекомендовать будем. Но тут еще как бы есть такой момент, что вот при входе в школу работает утренний фильтр. И в том случае, если будет выявлен ребенок температурящий, то образовательная организация обязана в течение 2 часов об этом сообщить в Роспотребнадзор. То есть мы тоже будем мониторить школы, где будут зарегистрированы вот случаи заболевания детей любыми видами заболеваний. Будут ли какие-то изменения в вузах? Роспотребнадзором тоже разработаны рекомендации по организации образовательного процесса в вузах. Обучение будет проводиться в масках обязательно, с соблюдением социальной дистанции и с соблюдением таких же требований, как и в школах, то есть термометрия, утренний фильтр, своевременное выявление больных студентов. Ваш все-таки прогноз, как вы считаете, сможем ли мы справиться и не допустить второй волны? Я думаю, что если мы будем соблюдать все установленные требования, рекомендации, мы справимся. С надеждой мы начинаем новый учебный год. И как он пройдет, зависит и от нас. Дисциплина и вируса настороженность потребуется от каждого. Я с вами прощаюсь до следующего эфира, а в завершение традиционный блиц. Вы помните свой первый звонок? Да, конечно. 87-я школа города Уфы. Первый класс, первая учительница Венера Абдрахмановна. Это воспоминания, которые невозможно, наверное, из памяти стереть. Я помню свой первый звонок. У меня отец военнослужащий, и я первый класс начинала в городе Бобруйске, Белоруссии. Затем мы сразу же уехали в ГДР, в Германию, и я целый месяц сидела на карантине. Ваш любимый предмет в школе? Математика и физкультура. Химия. Кого бы из своих учителей вы бы поздравили с 1 сентября? Практически всех, кто остался жив, конечно, с удовольствием я стараюсь позвонить, поздравить, либо хотя бы смс-ку написать, пожелать им здоровья в первую очередь, и чтобы они сохраняли свой азарт, свой педагогический талант еще долгие-долгие годы. Я бы поздравила всех учителей 15-й школы, кто сейчас жив. Потому что я до сих пор помню преподавателя математики Веру Михайловну, классного руководителя Таисию Михайловну. И очень благодарна им за тот заряд, те знания, которые они в меня вложили.